Меня зовут Хироки Томисава, и я работаю в Чоропанте, в школе Осмонова или Билим Олдо, учитель информатики. Да. И я обычно помогать учителю, когда компьютер или что-то сломался, и я починил, и потом иногда я японский учу, или да, но после уроков на кружке я особенно я учил программирование для, например, Олимпиады. И в прошлом году мой ученик получил 3 места в области. Да, и, ну, я только учил 2 месяца, но да, мой ученик получил 3 месяца. Значит, это если учитель это чуть-чуть больше знает, то учеников можно получить хорошие результаты. Значит, я думаю, этот учитель надо постараться, да, тоже учитель. Или кыргызское правительство надо читать лекции для учителей, или что-то нужно, я думаю. Да, да, проблемы у нас тоже есть, но да, в Кыргызстане особенно этот шанс не хватит для учителя. Да, зарплата тоже не хватит, и семинары что-то не хватает, то это самая большая проблема, да, я думаю. Так. Такое это, извините, это трудно объяснить, но да. То есть нужно повышать квалификацию учителей постоянно, да? Чтобы учителя сами обучались новым технологиям. Ну, быть, это имеете в виду? Да, ну, да, по-моему, я думаю, новые технологии это сейчас не надо для Кыргызстана, потому что самое важное это основа, да, значение. So, если много новых технологий придет, то, наверное, ученики не знают, как пользоваться. И почему это хорошие технологии? Это трудно понимать. So, если значение да, не хватит, то я думаю, не надо. Да. Когда я маленьким, да, у меня не было информатика, да, но я самостоятельно учу и учиться, то сейчас я знаю, почему да, новые технологии очень важны, но раньше я не знал такое, да, поэтому я так думаю. Расскажите, пожалуйста, о работе в школе Чолпанатинской. Что вы преподавали детям конкретно? Ну, например, какие уроки вели? Например, особенно в кружке я учил программирование. На язык это Pascal, или иногда C++, или да, сейчас Python называется, это я учил. То, школьников? Да, школьников, да. Но иногда я ходил в другую школу, и я преподавал для учителей, да, как пользоваться и как можно учить учеников, да, такое. То есть вы уже в школе уже были уроки по программированию, и вы вели, да? Или да. Это были новые уроки ваши? На уроке я просто помогал учителю, но после уроков на кружок, да. Отдельно ваш личный кружок? Да. И IT-кружок, да, я проводил, да. Да. Какие вот ваши успехи были за 2 года? Чего вы добились, работая волонтером? Еще раз, пожалуйста. Успехи ваши за 2 года работы? Успехи, я точно не знаю, но я думаю, мой ученик интересовался программированием, да, новой технологией или что-то. Да, особенно, когда я учил программирование, да, сначала они ничего не знают, но да, я думаю, порядок очень важный. Да, сначала вот так надо учиться, вот так надо учиться, то они понимают, как это интересно.
то это, да, я думаю, успех. Я думаю, да. Ясно. Можете рассказать какие-нибудь интересные случаи, который с вами произошел в Кыргызстане? Еще раз, пожалуйста. Интересный случай. 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 Интересная история about you. Интересная история. Сейчас, подождите. Интересная история. Всегда, но... Да. Самое интересное, это когда я приходил в Джайло, и да, раньше был вашей жизни это в Джайло, да, и раньше я не видел такая культура, да, то да, мы вместе сидим и мы пьем, и мы вместе кричим фестивальмак, да, это мне очень интересно было, то, да, особенно, да, мне нравится культура, да. Какие традиции посмотрели, обычаи участвовали, может быть? Ну, традиции, обычаи вы посмотрели сами? Да. Участвовали в каких-нибудь? Может, на самом деле? Да. Да, раньше я участвовал в конкурсе Тогсколгол, в игры кочевники. Я участвовал, да. И раньше я не знал, как играть Тогсколгол, но сейчас это очень интересно, я думаю. Но раньше я ничего не знал, да, как играть, но и я киргизы тоже сказали мне, я тоже не знаю, как играть. То это, я думаю, это очень хорошая культура. На свадьбу не ходили? В свадьбу я ходил. Как вам интересно было? Знакома японка и киргиз женился. Поженились? Да. А когда это было? В каком году? В прошлом году, да. Да, он тоже. Вы на Исыкуле? Да, из Кукуле, в Чурапанте. Но мужчина из Тамчи. Из Тамчи? Да, Тамчи. И да, я думаю, киргизы очень много пьют. Алак. Но, да, интересно, это веселится очень. Да, у нас, да, свадьба это не такая, но, да, просто сидеть и смотреть, и вот так идет. Но здесь много танцевать есть, много алак пьет. Да, это интересно было очень. И, да, разница, это веселится очень, да. И много людей, да? Много людей, да, и много времени займет. А можете еще о себе рассказать? Где вы учились, в каком университете, в школе? Хотели ли вы путешествовать? Я сам? Да. И почему вы приехали именно в Кыргызстан? Да. Я раньше работал программист. То потом я учился в Америке 2 года, и потом я работал в Бангладеше. Был тоже волонтер. То я просто, да, Центр Азии это очень интересоваться мне. И особенно Киргиз. Раньше я ничего не знал. Какая страна это и какая культура была, какая культура есть. То раньше я ничего не знал, но кочевник я хочу узнать, да, какая человек или что-то. Поэтому я выбрал Кыргызстан, и я приехал, да. И как? Как? Я думаю, это очень добрый. И да, очень добрый для иностранцев, особенно, я думаю. Когда я иду куда-то на маршрутке, на машине, всегда откуда бы они сказали, я из Японии, то из Японии, да, такая была, да. Вы в Чолпанате жили в семье, да? Или отдельно жили? Отдельно, да, в квартире, да. В городе самом, да? Да. А вы еще путешествовали по Кыргызстану?
Да, я ходил в Колоколе, Бокумбаево и Тарасе, еще где. Да много. Да. И Бишкеке, да. Да. Каждый город это другой город. Я думаю, другая культура есть. Например, в Каракуле там нет. Особенно Бокумбаево там я думаю, там еще есть кочевник. Да, я вижу чуть-чуть. И они готовятся крут и кумус. Как вы участвовали в играх кочевников? Игры кочевников? Да. Сначала У вас была команда японцев? Да, команда японцев. Ну, сначала я ничего не знаю, просто я хочу смотреть по телевизору что-то. Ну, мой знакомый знает учитель тугоского года. То она приглашает игры кочевник. И я ничего не знаю, то я хочу, я сказал, то да, участвовал. Но она очень много помогала мне, то как играть и как выиграть. Да, я в этом году я участвовал в игре кочевников тугоского года. И там 7 раундов, как можно сказать? 7 раундов было, то я получил 3 победы и да, вот так, да. Понравилось? Да, очень. Да, после игры кочевников я купил тугоского года и иногда я играю. И я хочу сообщить японцы, как играть и как интересно тугоского года я хочу сообщить. Да. Киргизское правительство надо заплатить зарплату для учителя. И надо читать лекции много. То будущее, дети это, я думаю, будущее Киргизстана. То надо много воспитать, много детей. Просто я так хочу сказать.